Hayırlı günler. Bugün bizning 1 sentyabr bilim kuni. Habibda biz bugun bilim kunida o'zimizning yoshlarning narsa bilan yashashi, narsa bilan o'ylag'idan bilasizga. Shuning uchun biz bugun bizda qo'noqda Kamila, u Shamardandan ham endi bu yil o'qirga kirdi. Uning turida biz ko'proq bilashakmiz. Birinchi so'rov. Tatarcha aparikmi, rus tilidami? Давайте по-русски. По-русски? Да, давайте. Ладно, тогда мне как татарину 50% скидка. Я буду ошибки чуть-чуть допустить. Но я тоже татарка, по сути. Просто мне проще общаться на русском, мне как-то соображать, так скажем, быстрее на русском. А почему мы же, в Сабинском районе живем? Я всегда хвастался всем, что вот Сабинский район это вот гнездо там татарского языка. Как в Сабинском районе есть еще Шамардан, как отдельное такое общество. Да? Не знаю, просто обучение в школе идет тоже на русском. Но может быть это еще связано с тем, что в Шамардане есть станция Шамардан, и там много приезжих. То есть из-за приезжих, я думаю, больше людей общаются на русском. А дома в основном на каком языке? На русском. На русском? Да. Твой отец со мной всегда на татарском. Не знаю, почему ты со мной, он только на русском. Может, он думает, что я не знаю русского языка. Ну, интересно, вот уже видишь какой. Давай начнем. Ты в этом году закончила школу, в этом году закончила школу, поступила, куда поступила? Я поступила в КГМУ, это Казанский государственный медицинский университет, на лечебное дело. Прикольно. Это как ты решила стать так? Это у тебя там внутренне было такое? Изначально, мне кажется, вообще ребенок приходит к какой-то профессии, это только благодаря родителям. То есть они ведут, хотят, направляют куда-то, а потом ребенок уже такой, да, действительно, это же круто было. И таким образом я в медицинский пошла, а я просто хочу помочь чем-нибудь, а медицинский, мне кажется, это один из лучших выборов. А ты как видишь себя доктором, как педиатром? Я лаберсам через 6 лет я стану участковым терапевтом, но я хочу продолжить свое обучение дальше тоже. Пока я еще на первый курс еще даже не пришла. Ну да, прикольно. Ладно, мы про Казань-то не будем общаться, потому что это пока не открытая книга. Мы давай пообщаемся с тобой про школьные годы. Как проходило у тебя обучение в школе, скажем, в Шамардане? Как это все было? Как организована у нас школьная система образования вообще? Так, я там в Шамарданском лицее училась с 1 по 11 класс, то есть я никуда не переезжала. Обучение проходило неплохо, классно, хорошо, я благодарна этой школе. А кружки, я знаю, я смотрел твой спектограмм, там видно, что ты танцевала? Да, я закончила, с 5 лет я уже ходила на фигурное катание, 5 лет я ходила на фигурное катание. Потом я также еще совмещала это с танцевальным, музыкальным, рисованием. Родители, как только все дети ложились спать, я просыпалась, мама приходила, и я на кружки. Да? И таким образом, я закончила танцевальную музыкальную школу. А кружки это все в Шамардане, да? Да, какое-то время, с 5 лет я еще ездила на фигурное катание в лесхоз, но это было утруднительно, потому что еще школа, потом уже постарше классы шли, и я уже решила бросить это дело. Но я закончила танцевальную музыкальную школу, и в танцевальной школе я еще дополнительно занималась балетом. Учитель просто был в этом прошаренный, хорошо. В Шамардане обучают балету? Раньше обучали, сейчас я уже закончила, уже, наверное, в 10 классе я уже толком не ходила туда, больше уделяла времени к ЕГЭ. Но до сих пор этот кружок существует, балет, да? Там раньше Шаня Бладяновна преподавала, она как раз-таки начала это движение, а потом сейчас Алина Ильевна, но вроде бы уже специализация именно по балету меньше уделяет этому времени. Да? Просто у нас Рушаня Бладянова... Ты сказала, балет совы и балет. Но развилось неплохо. Да? Да, мы выступали здесь, всем понравилось вроде бы. А выступали только в районе или же в Казань ездили? Мы ездили в Казань тоже. Что ставили, какой после там? Я выступала, вариация Арлекинада из балета Коломбина, наоборот. Да? Вариация Коломбина из балета Арлекинада. Вау, прикольно. Я вообще первый раз, что-то мне новый мир открыла. Мы даже общие такие групповые у нас были балетные постановки.
Вот. А смотри, а когда ты ездила в лесхоз, ты как бы там автобус или твой отец возил тебя? Так. Как это все было? Это было очень давно. Так, там вроде бы автобус был, да, автобус. Каждый день. Ну, у нас в Сабах выделяют там автобус, который там возит детей, чтобы по кружкам, да? А плавание? Плавание нет, я не занималась плаванием. Просто с родителями, как бы, как хобби некое было. У нас было, если не ошибаюсь, каждую среду мы собирались и ездили в Сабы. То есть это как прям всей семьей. Но сейчас это уже прекратилось. Видимо, более ленивые, что ли, так скажем, стали. Ну, времени не хватает сейчас. Но все равно же навык есть, не утонешь. Ну да, нет, я вроде бы сейчас неплохо как бы плаваю. Давай еще раз. Вот шамарданская школа, да, то есть вот ты там как бы школьница, там учишься, наш район. Я всегда знаю, что вот Шамардан это вот такое отдельное государство в нашем Сабинском районе. А какие были ощущения? Вот, казалось ли вам, что вот сабинским школьникам дают больше, чем шамарданским? Были такие ощущения? Или как... Нет, мне кажется, разницы никакой нет. Это Сабинский район, Шамардан как бы входит в него. Просто иногда приезжаешь как бы в Сабы, там же бывают какие-нибудь мероприятия, а они все разговаривают на татарском, а тут Шамардан приехал на русском. Вот в этом есть разница, да. Ну, я тоже помню, я вообще по-русски не умел разговаривать, когда в Шамардане. Ну, ездили, там тоже все на русском. Ну, интересно. Смотри, а вот ты сейчас закончила как бы школу, а потом у тебя был выбор медицинский, еще какие-то выборы? Нет. Только медицинский, да? Да, в 9 классе я уже просто решила сдавать биологию, химию. И, ну, даже чуть ранее 9 класса, чтобы подготовиться уж. И потом уже все. Значит, медицинский, значит, все. Если я решила, там, нет. Ну, на танцы, на балет я бы стану. Мне, кстати, тоже об этом спрашивали. Я в Артек, когда была, спрашивают, типа, вот, ты закончил танцевальную, музыкальную школу, занималась фигурным катанием, там, сейчас в Артеке. Собираешься в медицинский, серьезно? Я такая, да, серьезно. Артек это что такое? Артек это международный детский центр. Ага. А ты где? Это в Крыму. А ты туда ездила, да? Да, я летала туда, еще вот как раз таки в 11 классе. Прикольно. Расскажи побольше, что это такое. Ну, во-первых, то, что я в 11 классе туда выбралась, это вообще, мне кажется, колоссально. Это какое-то как бы явление такое. Ну, я просто с детства, я себе поставила то, что вот я хочу попасть в Артек. Нам как-то психолог приходил и сказал, чтобы мы записали свои пожелания, то, чего мы хотим. И вот в этом списке... В каком классе? Это был, наверное, где-то 7-6 класс. И там был Артек. Это я открыла как раз-таки в 11 классе, смотрю, там Артек. И вот я попала. Я еще туда попала 2 раза, но первый раз не получилось поехать. Мне потому что в этот же день было итоговое сочинение. Я звоню там Министерство образования, Министерство образования, Министерство молодежи. Спрашиваю, типа, вот я не могу именно в этот же день, потому что у меня итоговое сочинение, могу я в другой день полететь? Говорит, нет, что это такое итоговое сочинение, оно вообще нужно? Говорю, это пропуск ЕГЭ. Они вообще без понятия, что это такое. Ну, вот этот мужчина, мы с ним разговаривали по телефону. Вау, какой-то новый занавес откроется. И как там ощущение, что там происходит? Ну, я потом в итоге попробовала еще раз заявку подать, не так, на всякий случай. Я, конечно, очень расстроилась, я месяц ходила, дулась из-за этого, на всю школу, на все это. Но потом через месяц я смотрю, у меня заявка опять. То, что типа, вот вы приняты. Это было просто счастье. Подожди, а ты как? Тебе надо туда, как бы, чтобы попасть, что надо сделать? Показать, что ты крутая или что надо? Ну, можно сказать так, это просто... Раньше нужно было показывать, что ты крутая, накапливать свои грамоты. Вообще грамоты, все эти бумаги, они как бы имеют свою ценность. Ты их накапливаешь и выкладываешь куда-то. И куда-то это, например, сейчас, я не помню сейчас точно сайт, я выложила artec.дети, что ли, если не ошибаюсь. Я выложила... Мои грамоты посмотрели, их проверили, съемки это просмотрели, и мне позвонили. То есть ничего такого сложного. Вот действительно, как бы, вроде бы ты думаешь, вот ты сейчас из села какого-то, да, Шамардан, но это далеко. Где Артек и где я? Я же таким образом еще и в Орленок попала. Это все бесплатно. Я платила только за перелет и только за поездку туда. Сама путевка в Артек стоит 80 тысяч. То есть это бешеные деньги. А ты как бы бесплатно смогла, это просто взяла и получила. И что там происходит внутри Артека? Что там
Вас что там мотивирует, что там спортом занимаетесь, играете, что там? Это как солят? А там все. Да? Ну, солят, это, кстати, хорошая тема тоже. Это вот что-то наподобие соляты, да? Ну, Только да. в Крыму, да? Ну да, Артек, это вот я была просто, я попала в отряд морской, я была в морской флотилии, как бы вот вся моя организация, там морская флотилия. Мы вязали узлы, мы ходили на шлюпках, мы семафорить теперь умеем. А что это такое? Семафорить это, то есть как бы на отдаленном расстоянии я вам могу руками показать какие-то слова. Покажите мне. Но это сейчас будет сложнее, но это много расстояния занимает. Ну, просто вот какое-то вот такое движение, вот такое что-то. Так, ну вот типа буковка Т. Ага. Там вот по буквам мы учили весь алфавит, и по алфавиту как раз-таки мы разговаривали. Каждую букву. Прикольно. Ты пробовал там на расстоянии с кем-то? Да, это мы как бы сдавали нам, как бы зачеты были, и за эти зачеты мы как раз-таки получали одежду. То есть, если ты не сдал, то ты одежду не получил. Это у нашего вожатого такие правила были. Вау. Ну, это на самом деле не сложно, мы же этим как бы уж, сколько там, 21 день занимаемся. Это интересно. А это целый месяц, да, проходит? Да, то есть целый месяц вообще ЕГЭ, какое там ЕГЭ вообще, что это такое? А в соляте тоже была? Я была только на арт-форуме, но это вроде бы самый крутой форум. Да? А там что делала? В общем, я опять-таки подала свою заявку очень случайно и как бы отправила то, что типа, что я могу исполнить, и там выступила со своим танцем. А там у меня в жюри сидел Егор Дружинин. Знаете, кто это такой? Че? Егор Дружинин. Ага. Это один из жюри, который сидел на ТНТ. Танцы. Все, понял, вот лысый такой, да? Да. Вот, то есть он сидел в жюри, и я там стала лауреатом. Вау. То есть некоторым давали просто участники, ну это мне тоже дали, но дополнительно дали еще и лауреата. А что, на танцы не пошла? Не, мне еще далековато до туда. Там танцы дети же были. Ну, я сейчас как бы этим не занимаюсь. Я не думаю, что я прям до тут смогу продвинуться. Как бы я же уж так, как любитель, как закончила танцевальную музыкальную школу, я знаю базу, что-то смогу сделать, но не настолько профессиональный уровень. А так Дружинин как-то скомментировал твой танец? Дело в том, что там все должны были ехать с руководителем, а я сама по себе поехала. Я просто заявку отправила, такая, ой, ну поехала, так поехала. И я сама ходила, там у них какая-то как бы конференция какая-то была, но я туда не пошла, потому что там только руководители, а я там как сунусь. Не надо было сказать, я руководитель тебя. То есть я сувалась везде, можно сказать, сама. Просто заявку кинула, приняли. Но он как-то скомментировал, ну, коммент какой-то сказал? Как я знаю, просто мне потом руководители некоторые передали, что там просто общее мнение говорили. То есть отдельно на личности не переходили. Прикольно. И потом солят, в этом фестивале ты была солят, ну, это самым крутом, а потом уже еще каких этих выступала, ну, принимала участие. В самом арт-форуме-то? Да. В самом арт-форуме вот как раз-таки там он пятидневный что ли был, трехдневный, я сейчас уже точно не помню. Расскажи, вот это как, это вот ты приезжаешь, да, там где есть место, где переночевать. Да, палатка. Да, палатка, тебя кормят с утра. Во сколько кормят? Ну, не помню, утра, наверное, да. Потом это обед. Было в том году уже, я то лето съездила туда. А там же одни дети, как это все вот это контролируют? Ну, там есть вожатые, там были несколько вожатых, там мероприятий куча было. Я после этого форума узнала, что есть такая группа Jukebox Trio. Она, оказывается, из Казани и является одной из крутых групп. Она даже в России очень редко выступает, она за рубежом очень хорошо как бы приветствуется. Я впервые услышала, они классно исполняют каверы, они хорошо исполняют, они все звуки издают сами, прямо здесь и сейчас. Да? Да, это очень круто звучит. И вот у нас был концерт, они приехали к нам. Потом к нам приезжал театр, прям в поле, который также какое-то имеет значение у себя там, у театралов. Я прям сижу и как бы не хочу казаться непонятным человеком. Кавер это, когда ты копируешь какую-то песню. Да. То есть кто-то более известный выставляет свою песню, она как бы является популярной, крутой, и кто-то исполняет как кавер. Ага, хорошо, потому что я уж смотри, и потом, сейчас уж самое интересное, ты попал как волонтер в WorldSkills. Да, это было совсем недавно, вот так, 27-го было закрытие.
Тоже случайно, просто вкинула заявку свою. Мою заявку приняли, прошло собеседование. Они мне с некоторыми, они, как я поняла, разговаривали прямо в Казани. Нужно было приехать, поговорить, рассказать о себе. На английском пару вопросов. Они мне почему-то просто позвонили. Ну, наверное, за то, что из Сабинского района, там сказал, видимо, точно за это. Нет, такого не было. Нет, не было такого, просто это так между собой. Прикольно. И как это все происходит? Тебе говорят, все, ты зачислена волонтера, ты сейчас с этого дня волонтер. Да, там сказали, что типа вот обучение с такого-то по такое, вот приезжайте. Там обучение должно было проходить 3 дня, но я прошла его за 1 день, да? Экспресс-обучение. Ну зачем тратить 3 дня, как бы у меня свои дела есть. Прикольно. А твоя задача была там, мне кажется, там показывать группу, я была да? волонтером-экскурсоводом. То есть волонтеры навигации, есть волонтеры, которые помогают на самой Казань-арене, но я была экскурсоводом. То есть к нам приезжали какие-то организованные группы, например, из Сабинского района там тоже приезжали, из школы, из Шамардана, если я не ошибаюсь, тоже приезжали. Они приезжали, и я им рассказывала про каждую из компетенций. У меня был свой маршрутный лист, и я им там вводила. Там они прошли 20 компетенций, на каждой из которых уделяется от 3 до 5 минут. Там мастер-класс у них был, сухой паёк. Даже в этом маршрутном листе было прописано посещение санузла. То есть настолько это маршрутный лист. Вот. Я, кстати, знаешь, я хотел даже там я поспрашивал, кто там с группами ездил на WorldSkills, и всех спрашивал, видели ландшафтный отдел? Да, там был ландшафтный дизайн. Видели? Все говорят, нет, нам не показывали. Ну вот именно в моем маршрутном листе было. У тебя был, да? Да, там... Не флористика, а ландшафт. Да, именно, где да. они сажали, там работали. У них, в общем, их цель работы заключалась в том, что у них там было 30 квадратных метров, если не ошибаюсь, и они за определенный срок, то есть там 4 дня должны сделать. Еще на 4-й день там еще вот прям делают, у них не успевают, скорее всего. Мы уже уехали, там некоторые ребята приехали прямо очень поздно вечером, или на следующий день, что ли. Они вот нам сфотографировали, показали, что у них там получилось. Это круто. У них там у всех одинаковая работа, но работу-то можно делать по-разному. Я же вообще, оказывается, когда вот это 2 года тому назад, когда слово пошла, там WorldSkills, я захотел у себя там уже на садовом центре, там в заднем дворе сделать так, площадку для WorldSkills, ну, чтобы дети учились, как делать ландшафт. Я как туда поехал, увидел, я, конечно, вообще ничем правильно не сделал. Там же, оказывается, дают просто проект, из проекта ты должен создать что-то, по чертежу должен создать там вот этот сад, да. А я сделал так, что у меня там водоем стоит, и тебе надо учиться, как делать водоем, например, там. Вот сейчас я у вас типа основа, база, да. Это тоже круто. У вас свой проект. Я, конечно, хотел бы, чтобы кто-то тут у меня научился и поехал там куда-то там за границу и выиграл ландшафтный. А вы сами съездили там? Можно было на протяжении этих конкурсных дней съездить, посмотреть? Да, я посмотрел все. Да? Но там не конечный результат, а вот когда они все делали, я прям изучал. Ну последний день вам стоило просто приехать, там уже более-менее готов. Да, там прикольно, конечно. Там даже, чтобы туда приехать, это было бесплатно, на бесплатной основе. То есть там у них даже есть шаттлы, то есть из Казани добираются до Казани Экспо, и все бесплатно. Да. Там они проходят эти компетенции, там очень много, как они называются-то? Специальные корпуса, там очень много чего можно посмотреть, это очень интересно. Не, я удивился, столько оборудования, столько массажных там столько цветов, столько ландшафта там. Для каждого ландшафтного отдела там столько инструментов, куда это все девать, вообще куда Нам это сказали, все? что это дальше будет деваться в СУЗы, вузы, то есть это дальше уже идет. А партнерами там является, то есть сам WorldSkills там неплохую сумму выделил. Да, наверное. Да, а партнеров там очень много, там крупные партнеры. Да. Вот. Ну и сами страны, они тоже вроде бы что-то привозили, потому что я видела коробки, там на коробках было чей-либо флаг. Да. Слушай, а какой-то интересный случай был, там, когда ты была волонтером, там, WorldSkills, что-то там, какие-то интересные случаи были? Мне как-то подбежал переводчик, он переводил с китайского. Он говорит, лед есть? Лед у тебя есть? Я говорю, что тебе нужно? Это, оказывается, лед он просил. Он как бы еще учится разговаривать, как бы, переводит что-то элементарно, он умеет говорить, но лед просит. Вот подходит ко мне человек, просит какой-то лед. Ну что ему дам? Я думала, он на английском говорит какое-то слово. В итоге я потом прибежала к
к медицинским работникам, а их там потом уже оттуда отвезла. Я спрашиваю, типа, вот у вас как, она ходит? Она говорит, нет, не ходит. А на самом деле она просто, ей было неохота ходить куда-либо. Прикольно. То есть, как бы он толком сам ничего не знает. А мне же еще нужно объяснить, как бы, медицинским работникам, типа, что, куда, зачем вам нужно. Она говорит, зачем ты нас позвала, она ж ходит. Ей просто нужен был спрей. Прикольно. А вы там жили или каждый день ездили? Ну, иногороднем там выделяли прям деревню Универсиады. То есть у них там в деревне Универсиады была своя крутая программа. Это было очень круто. Они нам отправляли фотографии. Вот, но я там жила просто в Казани, не в деревне Универсиады. Слушай, вот вопрос такой. Вот сейчас ты увидела, что такое WorldSkills, да, там, увидела профессии. Хотела бы там поучаствовать в будущем? Нет, очень хотела бы, но это же там просто профессионалом высшего уровня надо быть. Это очень сложный труд. Они там, вот просто представьте, вот вы чем-то занимаетесь, да, а у вас тут рядом туда-сюда люди ходят. Вот там организованные группы, неорганизованные группы, мне кажется, они вообще очень сильно мешают. Ну, вот, у них же как у компетенций выделенный свой участок, а между ними там как бы какой-то типа некий тротуар. А люди туда-сюда, целыми днями. Да. Это, мне кажется, очень сложно. Это мало того, что ты должен был быть профессионалом, это еще и терпение нужно иметь, чтобы типа взять и не накричать на них. Нас даже просили к российским, ну, типа там же флаг России, например, стоит, типа организованная группа, проходите мимо. Чтобы вопросы не задавать. Да, чтобы вдруг, да, они же слышат на русском, они все понимают, вдруг типа отвлечем, и типа Россия проиграет еще. Ну, сама бы какую там? А сама я хочу просто через 2 года WorldSkills будет проходить в Шанхае. И то есть сейчас уже потихоньку охота попробовать скинуть заявку, чтобы тебя хотя бы волонтером приняли. Потому что быть волонтером – это круто. Да? Да. Например, представь, что ты стал президентом сейчас. Что сделаешь? Хорошо, взяли. Что сделаешь? Первый твой указ. Я как-то в конкурсе сочинений участвовала, и там первые 3 твоих указа, если ты станешь президентом. Я прошла в Петербург, но я теперь уже не помню, что я там писала. Ну что, давай, говори, что там первый указ твой. Так, один из указов там было, что санкции как бы некие со стороны детей. Ну, то есть смотрите, а если вдруг ребенок накричал на преподавателя такое, то что дети кричат на учителя, не то чтобы кричат, а немного повышают голос, немного как-то неправильно, неуважительно относятся к ним, то есть с их стороны, чтобы тоже было какое-то типа ограничение. То есть если ты вдруг чуть повысил голос, все, с тебя штраф какой-то. Ребенку? Да, потому что это, мне кажется, не совсем честно. Некоторые дети же вообще наглеют. Да. А как определять, какой? У меня там как раз-таки в этом законе там было прописано, что появился какой-то человек, который как раз-таки это регулирует. Да. Но я сейчас уже точно не помню, что мне там писала. У тебя первый указ будет защита прав учителей. Да. Ну, прикольно. Ну там было много указов. Сейчас там 3 указа как раз-таки. Но я сейчас сразу так не припомню. Да? Вот сейчас, как ты думаешь, вот та работа, вот мы же были недавно на встрече с главой Сабинского района Раисом Нургалиевичем, и он регулярно сейчас начал проводить встречи с молодежью, да, ну вот регулярно, и он сейчас хочет от молодежи получить как бы, ну, обратную связь, что надо сделать, чтобы улучшить район. Вот. И там на последней встрече ты, конечно, как бы выступила, задала вопрос, и то, что ты задала вопрос насчет библиотеки, уже ввели новые, ну, введения. Там у каждого посетителя спрашивают, какие книги вам нужны, мы вам закажем, да, то есть это новые дела. Но вот тебе вот такой подход власти, можно сказать, да, это, ну, Раис Нургалиевич, это, ну, как бы власть местная. Как это тебе? Вот тебе нравится вот такой подход новый, вот, что твое слово сейчас меняет район? Нет, мне это очень нравится, это очень круто. Вот оно, получается, раньше тоже проводилось такие встречи, да? Я просто впервые услышала, я случайно туда попала, можно сказать. А как попала? А просто папа такой, типа, там какое-то мероприятие происходит, я сейчас еду на футбол с какими-то знаменитостями там Татарстана, как я знаю. Такая, я не успела с ним поехать. А смотрю, там автобус написала быстренько, кому я писала?
одному из Яшлика и сказала, типа, я могу с вами поехать? Да, езжай. Мне оставалось там минут 20, я такая быстренько добежала до туда и успела. То есть это вообще случайно. У меня такие вообще вещи случайно происходят всегда. Все круто. И предложила. Ну, давай, вот ты, вот там мы сейчас, там Раис Нургалиев сидит, и как бы наш глава района, и начинает, ну, давайте задавай вопросы. Если честно, я еще раз повторюсь, это вот, когда я был, как бы, школьником, да, такого вообще, это вообще нереально было, что как-то донести свое слово до района, да, там, до главы администрации, это был вообще, это был космос. А сейчас, это вот, 100% открытость власти. Да, я тоже. Ну, как бы это очень круто. Я вообще, мне нравится, как бы, как здесь это все происходит. Я, можно сказать, уважаю главу и президента Татарстана. Я вообще фанатка Татарстана. Да. Вот, ну, если бы мне предложили какой-нибудь другой регион России приехать, не, Татарстан, вот это круто. А ты чем больше всего гордишься в своей жизни, что ты вот достигла, что ты сделала, с чем ты сейчас вот на сегодняшний день гордишься? Вот я вот сделала это. Ну, мне кажется, каждый шаг это как бы, каждый шаг он значимый. То есть ты хотя бы один маленький шаг сделаешь, это уже к чему-то пришла. А пока я не считаю, что я чего-то такого большого добилась. Ну, я поступила в медицинский, тоже неплохо. Да, но это еще как бы можно еще больше. Я считаю, что развиваться еще мне есть куда, много чего нужно достичь. То есть таких прям больших заслуг, мне кажется, у меня нет. Я помню, когда я в 2006 поступал, то же самое моя знакомая поступала в университет, ну, в медицинский. Я недавно, ну, год тому назад с ней встречался, я говорю, ну чем занимаешься? Она говорит, ну учусь там, вот, аспирант, который закончил докторское дело. Походу, это, ну, медики, они всю жизнь учатся, да? Ну, я тоже этого такая, типа, ой, я что сейчас поступила, это я поняла только в июле, я что сейчас поступила, все, да, 6 лет, так как минимум 6 лет я буду только учиться. Но я встретила на WorldSkills, второе мое знакомство, это было с мальчишкой, который на 3-м курсе учится. Он такой говорит, вот я волонтер-медик, вот у меня жизнь крутая, все там, меди ты что, вообще что ли, там знаешь, какие эмоции можно получить? То есть он меня успокоил этим словами. А недавно, вот вчера была встреча первокурсников, так получилось, что он, оказывается, еще является моим тьютором. Вот, ну, как некий учитель, типа туда-сюда ведет. То есть выделяется на одну группу только один тьютор. И именно он попал на мою группу. Это мое второе знакомство было на WorldSkills. Вот, то есть, как бы, все знакомства, вот WorldSkills, волонтерство, это все дано, чтобы знакомиться. Мне кажется, в жизни круто с кем-то познакомиться. Каждое знакомство это как-то тебе может чем-то помочь. Даже не то, что помочь, хотя какие-то эмоции тебе даст. Это круто. Да, мне кажется. Мне кажется, жить нужно ради эмоций. Да, обязательно, вот. Обязательно, я согласен. А вот как ты думаешь, у нас, ну это вопросы меня составляли, как бы, это составляли девушки. Как ты думаешь, есть, у нас вообще существует блат и коррупция вообще? Есть такое слово? Ну, и как ты думаешь, у нас в Татарстане есть? И как ты к этому относишься? Ну, оно, скорее всего, есть. Даже при поступлении мне говорили, что, типа, вот, в медицинский только с коррупцией можно поступить. Но я, например, взяла из-за этого, как бы, ну, для своей подстраховки, чтобы я наверняка зашла в целевое направление. То есть, да, оно как бы вот блат, коррупция, что, типа, где-то оно есть. Но я сама точно еще не сталкивалась. Да? К счастью, да, я не сталкивалась с этим. Я же еще, как бы, мало повидала, мало узнала. Я тебе скажу, что нет этого. Да? Нет блата, нет коррупции. Если ты много работаешь, это ты, мне кажется, всего можно достичь. Мне тоже говорили, что типа вот у тебя отец является главой Шамардана, что типа вот какой-нибудь блат, наверное. Нет такого, это у людей предрассудки. То есть как бы просто нужно сделать, например, то, что типа вот ты отличница из-за этого, да? Из-за этого. Потому что по ночам ты сидела, свои дела делала, свое домашнее задание, то есть ЕГЭшки сколько готовила. У меня за 1,5 месяца, там вот такая стопка просто, вот 1,5 месяца, это вот когда я уже после Артека приехала, какое-то время ты работала, еще выкидываю я еще при этом все свои записи. А это вот примерно такая стопка, это распечатки, просто какие-то некие варианты. Это чтобы я сдала нормально, хорошо сдала. Как ты сдала? У меня, ну, я хорошо сдала, у меня русский 98, химию 92, я забыла переписать.
Да? Да. Что это было? То есть я в черновике оставила свои данные. А, Там нужно было написать 5 реакций. 4-я реакция была сложной, но я ее написала. А 5-я реакция была вообще самой простейшей. Но я забыла ее переписать, оставила. И там еще еще 2 ошибки, просто из-за того, что я неправильно прочитала, неправильно. У меня все такие ошибки, я себя за это очень не люблю временами. да? Ну, из-за твоей что-то интересное получится. Мне кажется, все новые разработки это вот Ну да, ошибки может какие-то. когда-нибудь это типа ошибка мне пойдет на пользу, но пока так себе. Что или кто вдохновляет тебя? Да, все люди, которые чем-то занимаются, они вдохновляют, они интересны по-своему. Вот этот интересен чем-то, этот интересен чем-то. Да хотя бы мои родители. Вот если я вдруг сижу, все, ты что сидишь, давай двигайся. Вот у меня мама говорит, что ты же молодая, из тебя типа искры должны как бы сверкать. Давай, где твои движения? Ну давай еще двигайся, быстрее, быстрее. Двигаться, это... То есть в действии я всегда должна быть. Вот не любят они, когда я не в действии. Если не в действии, то все, ой, ты что, будешь сидеть просто так? Как, у тебя так и жизнь пройдет. То есть родители как раз-таки подталкивают на то, что вот нельзя просто так сидеть. Нужно всегда быть здесь. Вот хоть папа же, вы знаете, он же сидит то там, то тут. Да. 5 минут назад он был в Сабах, через несколько минут он уже в Шамардане. Да. При этом еще на телефоне сколько там звонков, просто телефон всегда звенит. Ну да, ну такой Шамардан. И, ну, один из таких, мне кажется, ну, даже сложных. Таких, Да. Считаешь ли ты себя примером для подражания? Почему? Можно быть и лучше. А куда больше-то? Ну, я знаю, я же вот на разные смены езжу, там людей вижу, которые действительно многого добились. Ну, может, они показывают просто свои лучшие стороны, я знаю их только по лучшим их сторонам, но вот они, да, вот это круто. Вот они добились чего-то, они сейчас до сих пор что-то действуют, они поступили в Москву, они чем-то увлекаются таким, что я вот не умею. То есть я не думаю, что я прям пример. Для подражания, да? Да, ну, хотела бы. Да зачем? Каждый сам по себе. Да? Да, как бы не нужно, чтобы у кого-то был какой-то пример. Ладно, все. И последний вопрос. Твой девиз. Думаю, что девиз – это всегда двигаться, быть в действии, всегда чего-то достигать и стремиться к лучшему. Все. Спасибо. Молодец.